Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Вестник профсоюза образования». Мы будем рассказывать вам о деятельности профсоюза работников образования и многом другом интересном. Ну что ж, приступим. Фонд социальной поддержки учителей. Надежная копилка членов профсоюза. В размере до 50 тысяч рублей можно, да? Можно. Что ждет молодых учителей в начале карьеры? Главной целью Совета молодых педагогов – оказание педагогической помощи молодым работникам. Постоянная рубрика «Профответ». Ответим на ваши вопросы. Фонд социальной поддержки учителей, в народе просто ФСПУ. Это надежная копилка. Каждый месяц члены фонда опускают в нее 500 рублей, и в сложный момент ее всегда можно разбить. Давно забытое понятие о кассе взаимопомощи, бытовавшее в советские годы, сегодня возвратилось в форме некоммерческого профсоюзного фонда социальной поддержки учителей. Это значит, что у работников образования появилась возможность брать деньги в кредит без процентов и решать свои финансовые проблемы. Схема новой системы очень проста. Правила, установленные положением ФСПУ, таковы. Ежемесячный взнос личных сбережений каждого члена ФСПУ составляет 500 рублей в месяц. Член ФСПУ может получить займ независимо от размера суммы, накопившейся на его личном счете. Также имеет право получить свои взносы по мере накопления суммы в размере 30 тысяч рублей. Условия предоставления займов членам ФСПУ простые и прозрачные. Для получения займов не нужны ни поручители, ни залог. Займ не предполагает кредитных ставок и процентов. Неработающие пенсионеры, низкооплачиваемые члены профсоюза имеют право погашать полученный займ в течение 24 месяцев. Заявления от членов ФСПУ на получение займа или накопительной суммы рассматриваются на заседаниях правления, состоящим из 9 человек. На одном из таких заседаний мы наблюдали за тем, как распределяются средства фонда. Это потребительские займы, да. По 20 тысяч рублей 7 человек на 140 тысяч рублей, по 30 тысяч рублей 53 человека, 1 590 000 рублей, но тут 2 санаторно-курортных путевок. Да, 2 займа оздоровительные, 51 потребительский. Да. По 40 тысяч рублей 14 человек на 560 000 рублей, по 50 тысяч рублей 99 человек на 4 950 000 рублей. У нас всего состав правления 9 человек, но бывает иногда, что мы приглашаем даже представителей с районов, если вдруг не хватает у них средств, и они просят, обращаются с просьбой к правлению для того, чтобы предоставить вот эти оздоровительные или потребительские займы. Вот сегодня, как вы были свидетелями, у нас прошло очередное, в этом году 5-е правление нашего фонда, и наши педагогические работники в этом году, сейчас как раз-таки накануне выхода в отпуск, получат 10 числа, 9-10 числа у нас будет выплата займов. 14 января исполнилось 5 лет, как начал свою деятельность некоммерческий профсоюзный фонд социальной поддержки учителей. Несмотря на все усилия профсоюза, которые отстаивают конституционные права и социальные интересы учителей, бьется за повышение зарплаты, материальное положение педагогов остается не самым лучшим. Профсоюз понимает, нужно искать способы поддержки учителя. Людям нужно лечиться, отдыхать, но купить санаторно-курортную путевку, сделать капитальный ремонт на свою зарплату, купить мебель в дом учитель не может. Поэтому была реанимирована старая касса взаимопомощи, но в абсолютно новой, современной форме, на совершенно ином уровне. На данном этапе насчитывается 5965 членов ФСПУ. К нашим услугам, к услугам Фонда социальной поддержки учителей, в том числе и получение накопительных сумм, паевых взносов, вообще прибегли свыше 5000 человек, то есть мы оказали услуги. Если говорить именно об этом, в 2014 году, то в данной ситуации у нас свыше 400 членов ФСПУ получили оздоровительные и потребительские займы. Предпосылкой создания ФСПУ стала острая потребность членов профсоюза в лечении. Президиумом Республиканского совета профсоюза были разработаны условия и порядок предоставления оздоровительных займов. Конечно, было недоверие и непонимание со стороны членов профсоюза. Так всегда бывает, когда речь идет о деньгах. Но работа фонда настолько прозрачна, что ни у кого не осталось сомнений. Членов фонда с каждым днем становится все больше и больше. Большим стимулом для вступления в фонд является помощь, оказанная коллеге. Все предельно просто и понятно. Раз ему помогли, значит и мне помогут. Можно? Проходите. Деврисхи. Рос Салмановна, я
хотел бы, как бы сказать, получить путевку оздоровительное санаторное лечение. Что мне нужно для этого сделать? Хотел получить заявление. Написать заявление в свободной форме на мое имя, да. Какого года я состою? С 2009 9 года. Имею же право, да? Имеете. Я пишу ходатайство в Ревсовет, и потом в порядке, установленном вот положении, вы получаете кредит на оздоровление. В размере до 50 тысяч рублей можно, да? Да, можно. Список курортов, он в Ревсовете есть, в книжке. Беспроцентный. Да, ты можешь брать беспроцентный кредит. Я хотела бы вступить в ФСПО. А что мне надо для этого сделать? Так, это очень хорошее решение, Радима. Вот тебе образец заявления, бланк образца заявления. Сделаешь ксерокс, заполнишь его, этот образец, ну и принесешь. Мне все, больше ничего не требуется. Сбережения возвращаются, вот положение здесь есть. В общем, ознакомишься, напишешь заявление, и все, твой вопрос решен. Роза Илаева – учитель истории и председатель первичной организации Грозненской школы номер 7. Она признается, если бы не фонд, сама не накопила бы нужную сумму. Под матрацем копить не получается. Ну, по характеру разные бывают люди, кто-то там может, кто-то нет. И вот те люди, которые не могут копить, они, ну, не транжиры, так не будем говорить, но 500 рублей – это такая маленькая сумма, которую человек думает, вот 500 рублей отложить, что там оно накопится. А вот там незаметно копится, и у меня уже там 15 тысяч накопилось. Это хорошая сумма. Я думаю, что лучше вот так копить. Более такой независимый способ, незаметно для тебя, и в то же время накапливается сумма денег. Роза, не задумываясь, вступила в фонд сразу после его создания, а за ней и другие подтянулись. В фонд ФСПО мы, несколько человек со школы, вступили в 2009 году. Первым вступил наш директор, потом уже мы как почин такой приняли на себя. Вот. И некоторые учителя, естественно, когда вступали в фонд, это новшество было, у них некоторое сомнение было. Но когда этот фонд заработал, уже несколько лет он работает, сомнения все исчезли, и этот фонд является хорошей поддержкой для учителей. Но мне лично ФСПО, во-первых, накопительная сумма у меня идет уже с 2009 года. Во-вторых, я брала потребительский кредит на свои нужды. И на оздоровление, правда, я не брала, потому что у меня не было такой необходимости. И также, когда в семье случаются некоторые такие события, например, замужество детей, там, женитьба, ну, ФСБО поддерживает, дает кредит, и это хорошая помощь. Роза Салмановна, как председатель первички, понимает, что вовлечение педагогических работников в фонд – это не временная работа, и она не должна быть разделена на какие-то периоды. Она должна быть постоянной, ежедневной, системной. Поэтому всем необходимо объединиться для финансовой помощи друг другу, а именно для сбережения личных денежных средств, предоставления из них займов членам организации на взаимной основе. Чаще всего, по словам руководителя фонда, займы потребительские, и причины обозначаются в заявлениях разные. Ну, вы знаете, педагогические работники – это вообще незащищенный слой населения, поэтому очень часто попадают заявления, к нам поступают, это насчет потребительских займов. То есть ремонт жилья, приобретение там и мебели, там, ну, различные такие. Даже сельские районы, в сельских районах, особенно сельских школ, педагогические работники просят займы для того, чтобы приобрести скотину. Даже такие есть заявления. Но, к сожалению, конечно, к великому сожалению, наши члены фонда, где-то 30% из всех подаваемых заявлений, которые поступают к нам, есть те, которые ну, прописано там на медицинское обследование. Очень много у нас заболеваний, к сожалению, онкологических больных, вот именно педагогических работников. Кто-то из членов ФСПО в надежде, что ему предоставлен будет займ, пишут заявление на то, чтобы оздоровить свою маму, там, близких родственников и так далее. Даже такие заявления есть.
Для ведения учета и контроля движения денежных средств членов ФСПУ финансово-хозяйственным отделом ведутся личные лицевые карточки членов фонда, электронная база данных, где отмечается по нарастающее накопление членских профсоюзных взносов, а также ежемесячные суммы погашения полученных займов. Необходимость и полезность фонда уже признают большинство членов профсоюза. Мы часто получаем отклики от учителей, получивших помощь, со словами искренней благодарности, говорят в профсоюзе. Членство в некоммерческом фонде профсоюза социальной поддержки учителей является важной формой проявления солидарности и взаимной поддержки работников образовательных учреждений. В профсоюзах всегда уделяется много внимания правозащитной работе. В принципе, для того они и нужны, чтобы защищать права своих подопечных. Они проводят прием членов профсоюза каждый день и у себя в офисе, и на сайте. Мадаев Хизри Джамалдинович возглавляет правозащитный отдел. Он ответит на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. Какой существует порядок оформления приема на работу? Прием на работу предусмотрен статьей 68 Трудового кодекса. Оформляется приказом работодателя и на основании трудового договора. Сначала заключается трудовой договор, и в течение 3 дней издается приказ о принятии на работу, оформлении на работу. Что такое пенсионные накопления, у кого они формируются? Пенсионное накопление – это добровольное, оплачиваемое пенсионером пенсионный фонд деньги. Накопительный фонд, капитал бывает не у всех. Там 67-го года и моложе, они имеют накопительную часть, а мужчина 53-66 года, а женщина 57-66 года, они имели в 2002 и до 2004 года накопительную часть. Но сейчас, в общем, ситуация меняется в связи с тем, что с 2015 года пенсионный фонд, пенсионная система, в общем, изменяется. Лучше, в общем, по всем материалам, которые я прочитал, в общем, видится, лучше забрать свою накопительную часть, не оставляя, в общем, в пенсионном фонде, так как этот накопительный капитал может перейти, в общем, в страховую, и пенсионер их не получит. Осуществляются ли выплаты вознаграждения за классное руководство? За классное руководство по национальной программе образования раньше осуществлялось, в общем, выплаты из федерального бюджета. С 2014 года за классное руководство по национальной программе образования, в общем, осуществляется из местного бюджета. Насчет оплаты этих классного руководства, в связи с тем, что в некоторых субъектах не выдавались они, в общем, из-за того, что не финансируется из федерального бюджета, было письмо от 7 мая 2014 года Департамент по образовательной политике Министерства образования Российской Федерации, где четко и прямо ясно указано, что за классное руководство необходимо выплачивать из местного бюджета и даже период, в общем, отпуска. Если у вас также появились вопросы, можете написать письмо профсоюзу. Адрес вы видите на экране. А на самом сайте профсоюза ресовет.ру работники образования могут для себя найти много чего интересного и полезного. Например, летопись профсоюзных дел. Эту книгу вы можете полистать онлайн. Здесь собраны все добрые дела. Давайте вспомним о самых значимых. Летопись профсоюзных дел, 2012 год, январь месяц. С участием профорганов в судах рассмотрено 116 дел. В результате правозащитной работы Рессовета экономический эффект составил 7 миллионов 536 тысяч рублей. Поправили свое здоровье по линии профсоюза в оздоровительных учреждениях 314 человек. Оказана материальная помощь членам профсоюза на сумму 2 миллиона 360 тысяч рублей. Апрель. Начались работы по установлению электронной почты с первичными профсоюзными организациями. Министр образования и науки Чеченской Республики направил руководителям образовательных учреждений письмо о предоставлении школьных компьютеров в пользование правкомом для связи с республиканским профсоюзом. Июнь. Состоялся республиканский слет профгрупп ПОРГов, обслуживающего и вспомогательного персонала учреждений образования. В нем приняли участие представители парламента Чеченской Республики и Министерства образования и науки. Ноябрь. Организован круглый стол на тему «Развитие и укрепление взаимодействия между Союзом директоров, Союзом родителей и профсоюзом образования». Декабрь. Собрание ветеранов профсоюза образования. Избран Совет ветеранов и председатель Совета ветеранов профсоюза образования и науки.
Нет профессии почетнее, чем профессия учителя. Современный ритм жизни требует от него непрерывного профессионального роста, творческого подхода к своей работе. Очень важную играют роль личностные качества школьного учителя, педагогическая позиция, отношение к коллегам, детям. Все эти профессиональные умения и свойства характера в первую очередь присущи, конечно же, учителю с многолетним опытом работы. А как же быть молодому педагогу, только что окончившему университет? Легко ли быть молодым учителем в современной школе? Именно этот вопрос ставят перед собой выпускники вузов, решая, идти ли им работать в школу. Для помощи начинающим учителям создан Совет молодых педагогов. На очередном заседании обсуждали основные проблемы, с которыми они сталкиваются чаще всего. Я, например, слышал такие мнения, что даже молодежь в некоторых местах не могут трудоустроиться, поскольку нет мест. Все занято. Так это или не так? В каком это месте? Мы, Совет молодых, скажем, педагогов, должны заслужить рукава, браться за это дело и оказывать содействие, вплоть до министра, дойти до министра и сказать, почему человек, окончивший учебное заведение, не может туда устроиться. То есть это наша рациональная работа. Это первый вопрос трудоустройства. Для того, чтобы молодому специалисту было легче адаптироваться, руководство школы назначает наставника, опытного учителя, который поможет быстро влиться в новый коллектив и успешно работать с учениками и их родителями. Очевидно, что если рядом не окажется мудрого наставника, то новичку будет очень сложно. Скажу именно по нашей школе, всем молодым специалистам, более профессиональные, более, работающие давно учителя, всегда охотно всем помогают. У нас явных таких высказываний, проблем пока не наблюдается. С наставничеством как? С наставничеством. У нас в нашей школе, я скажу, дружеские такие наставничества, не то чтобы с надбавками, а просто помогать. Официального нет. Я из Курчаловского района, поскольку я второй год там работаю в нашей школе. В какой школе? В Ахтинчу-Борзовской школе. За последние 2-3 года я первый молодой специалист там. В этом году у нас пополнений нет, у нас с наставничеством тоже все нормально, специальность математика и информатика, наставник у меня тоже математик и физик. За время обучения в вузе студенты проходят практику, однако не каждому студенту, пусть и с отличными оценками, удается успешно начать свою работу в школе. Приступив к работе, он начинает понимать, что теоретические знания, конечно, важны, но в жизни все иначе. Именно поэтому для молодого учителя сделали исключение в системе аттестации. Сейчас, когда уже большое внимание оказывается и молодежи, и молодым педагогам, как таковых проблем у него нет. Единственное, и по новому порядку аттестации, первые 2 года человек может работать, формироваться, развивать свою специализацию, и не требуется его аттестация. На 3-й год работы он уже, конечно, должен аттестовываться, иметь свою категорию и дальше развивать свою педагогическую деятельность. Председатель Совета молодых педагогов Зульфия Азизова признает, что предстоит им серьезная работа, ведь Совет еще совсем молодой, ему всего лишь 1 год. Наша цель – организовать общение молодых учителей друг с другом, а также с мастерами-педагогами, юристами, наставниками и работниками управленческих структур. Но главной целью Совета молодых педагогов, это прежде всего оказание педагогической помощи молодым работникам в образовательных учреждениях. Молодым педагог считается первые 3 года. В этот период ему выплачивается доплата в размере 30% к его окладу. Так решило правительство при переходе на новую систему оплаты труда. Конечно, это хороший стимул для привлечения молодых в систему образования. Ну что ж, на этом все. Пора прощаться. До новых встреч. Адикюш.